Саха, Якутия. У меня короткая реплика и предложение. Да? Ну вот наша республика, в нашей республике живет 122 национальности. У нас самая крупная мечеть за Уралом находится и самый северный в мире буддийский храм в нашей республике. Не говоря уже о православных храмах, не говоря уже о католическом костеле. Да? Вот, и многие, наверное, слышали, что вот весной этого года у нас в Якутске были проявления после того, как вот гастарбайтер изнасиловал местную женщину. Вот, и уже коллеги отмечали вот силу социальных сетей. Да? И за одни сутки смогли собраться более 9 тысяч мужчин в одном месте. И вот роль медиаторов, и вот, например, могут ли представители власти быть медиаторами. Да? У нас вот те, кто смог успокоить 9 тысяч мужчин разъяренных, да, это были глава республики Айсен Сергеевич Николаев вот, и Сардана Владимировна Аксентьева, вот, мэр нашего города. То есть они не побоялись, вышли к людям и успокоили вот, их чувства. Вот, и я хотел бы сделать такое предложение, что у нас вот недавно был такой случай, что в далекой тундре пограничники прилетели на вертолете, вот, арестовали оленеводов, изъяли у них мамонтовую кость без документов. И арестовали за то, что вот они в тундре, оленеводы, находились без паспортов. Понимаете, вот, но в тундре, да, оленеводу зачем паспорт, если он на своем пастбище пасет оленей? И тем более это представители коренных малочисленных народов. И их не отвезли в деревню. Да. От деревни были они 50 километров. Это всего там минут 15 на вертолете. Их отвезли в Тикси за 3 часа, да, от пастбища. И потом эти оленеводы возвращались через Якутск и пролетели 5000 километров, чтобы вернуться на родное пастбище. Ну, конечно, руководство пограничной службы России, да, прилетало к нам, вот, Айсен Сергеевич встречался с руководителем пограничной службы ФСБ России, работа как бы ведется. Но у меня такое предложение, чтобы вот общественная палата и вот ваша комиссия взяли бы вот под контроль, да, чтобы, как уже коллеги отмечали, да, что те, кто прилетает или приезжает к нам, да, на работу, ну, в отдаленные, скажем так, северные, там, арктические или удаленные регионы, или национальные регионы, чтобы они хоть какую-то подготовку проходили, да, чтобы какая-то была у них этнологическая подготовка, чтобы они, ну, хоть знали условия, что вот, например, оленеводов, да, нельзя ловить в тундре за то, что они без паспортов пасут оленей. Это вообще. Ну вот, спасибо, у одного был, вот, но его не арестовали, но он с ними полетел, потому что эти двое, они вообще из тундры не вылазили и не знали русский язык хорошо. Да. Ну, спасибо.